Эфир телеканала продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о обстановке про лесных пожарах. На 16 июля по республике действует 271 пожар. Из них на территории, на площади 1,5 миллиона гектаров. И 75 пожарах, идет работа по тушению. В 5-километровой зоне сегодня действует 4 пожара. Это в Миннинском районе Светлый поселок, около поселка Светлый, село Сельдюкар. Кроме того, Дикимдя в Горном Улусе и в Горном Улусе Кюрелях. В особом контроле, между тем, мы сегодня держим пожар в селе Магарас Горного Улуса и в селе Сельдюкар Миннинского района. Вчера очень успешно отработали 2 воздушных судна Би-200 и Ил-76 на пожаре в селе Сельдюкар. Ну и по сегодняшнему утренним данным отработано очень хорошо. Пожар, северо-восточной стороны потушено. В селе Магарас вчера, как вы знаете, состоялась рабочая поездка главы республики. Сегодня там идет со вчерашнего вечера, укрепление силами и средствами. И мы надеемся, что сегодня мы поднимем вертолет водосливным устройством, и мы надеемся, что в течение дня и в ближайшее будущее мы должны нормализовать там положение. В целом обстановка не очень простая, сложная обстановка. Вообще в целом, если посмотреть по улусам, сохраняется в Горном Улусе, в Сунтарском Улусе и Миннинском районе. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Якутии. МВД предлагает проработать меры для стимулирования проходить техосмотр в добровольном порядке. В Якутии состоится летний фестиваль Олонхо. Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Якутии. За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 330 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 20 специалистов противопожарной службы и 600 килограммов грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиации Минобороны России выполнено 124 сброса, около 760 тонн воды, а также перевезено 200 специалистов противопожарной службы и свыше 25,5 тонн грузов. Режим повышенной готовности по недопущению распространения коронавирусной инфекции в республике продлен до 30 августа. Соответствующий указ, которым вносится ряд изменений, подписал глава региона Айсен Николаев накануне. Теперь граждане, вакцинированные или имеющие отрицательный результат теста, полученный не менее чем за 72 часа, могут не соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования в ковид-фри заведениях. Работники при выходе на работу из отпусков обязаны пройти тест на коронавирус и предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до дня выхода на работу из отпуска. Данное требование не распространяется на вакцинированных от коронавируса и переболевших коронавирусом в течение 6 последних месяцев.
Движение транспорта ограничили по старому Покровскому тракту в Якутске. Ограничение движения транспортных средств ввели на улице Старый Покровский тракт в автодорожном округе. На участке от дома номер 2/18 до 25-го дома будут проводиться работы по замене футляров и устройства слабого грунта и демонтажу недействующей трубы. Ограничения в целях обеспечения безопасности дорожного движения продлятся до 22 июля. МВД предлагает проработать меры, которые будут стимулировать автовладельцев проходить техосмотр в добровольном порядке. Например, предусмотреть снижение ставки транспортного налога или стоимости полиса ОСАГО. Также в ведомстве отметили, что проведенный мониторинг доступности для населения услуг по техосмотру показал неготовность действующей системы к реализации новых положений законодательства. В ряде субъектов не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг. Жара в европейской части России сохраняется с середины июня. Климатические условия влияют в том числе на стоимость товаров. Подорожание ждет как минимум 3 категории продукции, отмечают аналитики. В частности, это мороженое и безалкогольные напитки. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, потреблять этой продукции хочется больше. Зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объемы производства довольно непросто. Если не было достаточных складских запасов, может оказаться, что продукции уже не хватает на полках. Это провоцирует подорожание, заявляют эксперты. Накануне стартовал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей к новому учебному году. Подать заявление россияне могут через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда России. При этом ПФР принимает заявление в любой клиентской службе, независимо от места жительства родителей. Как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас большинство семей уже получили уведомление с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Родителям лишь остается проверить актуальность информации, если необходимо, внести коррективы и отправить заявление в Пенсионный фонд. 4 миллиона за чужую квартиру. Житель города Мирный 6 лет выплачивает ипотеку за жилье, от прав на которое он отказался еще в период строительства дома. По словам мужчины, директор компании-застройщика, у которого приобреталась квартира, злостный мошенник, намеренно объявивший себя банкротом. В ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. 6 лет назад Сергей Черкашин и его семья вступили в долевое участие в строительстве дома. Квартиру ждали с нетерпением, однако счастье, как говорится, длилось недолго. Сроки сдачи объекта прилично отставали от заявленных, а вся эта история все больше вызывала сомнения. Поскольку строительство велось с отклонениями от стандартов и норм строительства, от стандартов и норм всех технических решений и документаций, и плюс к тому задержка по строительству составляла там проекта примерно около 3 лет, я вынужден был обратиться в суд, и суд постановил разорвать мой договор и вернуть строймонтажу 2002 деньги. Однако деньги мужчине никто не вернул до сих пор. И вот уже 6-й год Сергей вынужден выплачивать ипотеку. По словам Сергея, во многом виновата служба судебных приставов. Пока бюрократические тяжбы тянули время, объект успели сдать, а строймонтаж 2002 признали банкротом. Все эти годы судебные приставы делали вид, что они проводят деятельность. На самом деле они позволили строймонтажу вывести все свои активы с фирмы «Строймонтаж 2002», перевести не только деньги, но и право собственности. На самом деле оказалось сейчас в ходе судебных разбирательств, что даже те квартиры, которые были под обременением у банка, эти квартиры были переданы третьим лицам. То есть явные факты мошенничества. А между тем директор компании «Строймонтаж-2002» Роман Приходько печально известен не только по Мирнинскому району. Здесь, в Якутске, тоже нашлись те, кто стал жертвой его махинаций. Дом по улице Кальвица должны были ввести еще летом 2018 года, но строительство затянулось. По данному объекту у нас 199 пострадавших дольщиков. На сегодняшний день, значит, формируется реестр участников строительства. По 14 квартирам дольщики еще не подали заявление в адрес конкурсного управляющего. И, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем гражданам, которые заключали договор долевого участия вот по этому объекту, обратиться обязательно в срочном порядке в республиканский фонд. Мы
разъясним, куда и что, как обращаться. Тем временем под определение обманутый дольщик Сергей Черкашин не подходит, поскольку расторг договор долевого строительства. Однако его требования включены в реестр кредиторов. Тем не менее, по словам руководителя фонда, процесс возмещения средств Сергею рискует затянуться еще. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Семен Семенов, Мирный, Якутск. 31 июля в Якутии состоится летний фестиваль Олонхо. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по йоге, дыхательной практике, арт-терапии и даже лекции об экологичном бизнесе. Также будет представлена музыкальная программа с участием ведущих артистов России. Подробнее расскажет Александр Нестеров. Древняя культура, этномузыка, искусство и экология – все это воплотит в себе грядущий фестиваль Олонхо, который ранее проводился в Москве и этим летом впервые состоится на родине. Цель мероприятия – это популяризация осознанного образа жизни для всеобщего блага. Но на самом деле мы несем еще и нашу древнюю культуру. Что это из себя представляет? Это некий, вы можете себе представить, смесь из музыки, практик, искусства. И вот представьте, какие люди – музыканты, практики, художники. И вот все они соединяются и проходят несколько зон, в которых вы можете почерпнуть или узнать что-то новое. Как отметила Виктория, на фестивале будет несколько площадок с различными видами отдыха и развлечений. А для любителей вкусно поесть будет располагаться зона правильного питания и здоровой пищи. Мы так рады, что такие мероприятия начинают проходить в Якутске, что приезжают такие люди классные, что есть такие вообще замечательные жители нашего города, которые способны такое событие создать, собрать столько классных людей вместе и сделать такую площадку, на которой будут собирать единомышленников. На фестивале мы подготовим целую площадку, куда гости могут прийти, попробовать нашу продукцию, нашу гранолу, пастилу, фруктовые чипсы, угоститься чаем, поиграть в игры и также просто отдохнуть, потому что мы подготовим красивое оформление, где можно будет хорошо провести время. Изюминкой мероприятия станет электронная музыка с этническими элементами, которая набирает популярность в мировом масштабе. В Якутии такой жанр продвигает приглашенный диджей фестиваля Станислав Алексеев. По его словам, при прослушивании подобной музыки человек буквально телепортируется в другие миры и ощущает единение с природой и своими корнями. Последний июльский вечер в Якут съедутся любители электронной и этномузыки из разных районов республики, но также из других регионов страны. Те, кого объединяет не только любовь к искусству, но и стремление к осознанному восприятию мира. Александр Нестеров, Григорий Хлопков, Якутск. Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3 миллиардов 800 миллионов рублей. Эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов. По просьбе компании оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта. Как сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, главная задача – сделать гранты понятным и удобным инструментом поддержки и преодолеть стереотип, что получить их сложно или даже невозможно. Также в этом году планируется реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг. К этому часу это все новости. Хорошего дня!